Всем привет! Выезжаю в Казахстан один на машине. Вот так вот загрузился, взял вещи, одежды семьи и инструменты с собой взял, потому что дед занимался установкой межкомнатных дверей и попробую там тоже работать, если будет работа. Едем, в общем, на зимовку, потому что у сына старшего у нас астма, и сказали прожить там, где горный воздух на уровне свыше 1000 метров, чтобы было, да, горный воздух. И под эту категорию у нас попадают варианты как Иссык-Куль, Талгар и город Текели. Но Иссык-Куль, там варианты с жильем очень мало, во-первых, во-вторых, там нет отопления, вот, которые сдаются, да, там на конвекторах вот, электрических, что неудобно и холодно, наверное, будет. Поэтому Талгар вот рассматривали. В Талгаре качество воздуха не очень хорошее, потому что она недалеко стоит от Алматы. И на Иссык-Куле тоже, оказывается, не очень хороший воздух. Вот вчера буквально сидели, смотрели по сайту, да, в каком городе какой воздух, концентрация вот вредных веществ. Текели, там вариантов жилья нету, которые, ну, мы в частном доме не ищем, да. Оказывается, Канаев, город Канаев, Ковчегайское водохранилище, там очень хороший воздух, прям показатель был отличный, но там высота только 500 метров, 1000 метров, которые нам надо, там нету. Поэтому вот такой вот этот спорный момент, да, Ковчегай воздух чистый, но высоты нету, которой нам надо для лечения астмы, да. Вот Талгар есть высота, но воздух плохой, поэтому вот будем выбирать между этими плюсами и минусами, короче. Ну вот сейчас сам поеду, посмотрю на месте и должен определиться. Потом семью должен встретить в Бишкеке в аэропорту 5 ноября с утра. И уже должны поехать домой, да, где я найду. Это моя первая поездка в такую даль. Конечно, волнительно. До этого ездил только до Владивостока, ну, наоборот, с Владивостока до Якутска 4 раза ездил, машину гнал. Там 3000 километров. В день ездил по 1000 километров. Очень сильно уставал. Это вообще трасса, я немножко несовместимые вещи, потому что я очень устаю за рулем. А сейчас предстоит ехать 7000 километров. То есть, ну, даст Бог, если по дороге все нормально будет, то доеду, да. Ну, сильно не буду торопиться, потому что у меня есть время. Сегодня 19 октября, а семья должна прилететь 5 ноября, то есть поэтому немножко запасом уехал. Ну, еще плюс к этому сегодня у нас паром последний летний тариф. Завтрашнего дня будет уже зимний тариф, ну не зимний, а вот межсезонный, подороже будет, в общем. И паромов станет меньше, да, очень много паромов уже не будут работать, поэтому очередь большая будет на паром туда-сюда, такие нюансы, короче, поэтому я решил сегодня выехать. Вот, немножко волнуюсь, конечно, это очень волнительно, такую даль ехать один, да, одному, в общем, у меня машина маленькая, это в первую очередь доверие к машине, к себе и, ну, соответственно, судьбе тоже, да. Ну, даст Бог, должно быть все хорошо. В этом году к нам с Казахстана 2 раза на машине приезжал Ермек. Весной сначала приехал, уехал обратно на машине, потом летом тоже приехал и уехал. Даже он еще до Сахалина ездил после Якутии. Так что он немножко тоже замотивировал. Думаю, вот люди же ездят, да, туда-сюда, почему бы мне не поехать? Ну, конечно, у него машина там покруче, немножко там полегче, наверное, ездит, да. Ну, трасса есть трасса, поэтому если там ровная трасса, то и на маленькой машине, думаю, можно нормально ехать. Вот. Думаю, сегодня доехать до Тынды, Амурская область, там ночевать, потом завтра до Читы, потом до Иркутска, потом до Красноярска, потом до Барнаула, потом до Семея, уже в Казахстане, потом в Аягозе, потом уже до Алматы. Ну, возможно, график-то буду отставать, потому что по 1000 километров ехать очень сложно будет. Думаю, может, в Иркутске там 2 дня там отдохну. Ну, в общем, посмотрю, как будет состояние, как будет эта усталость, да. Так что оставайтесь дальше, следите за моей поездкой. Думаю, будет интересно. Границы буду пересекать, Россия, Казахстан, да. Да, не знаю, тут у меня инструменты, надеюсь, ничего не скажут. Ни чеков, ничего не взял. Ну, в общем, вот так. Все, выезжаю. У нас уже вот такой снег лежит. Сегодня, правда, тепло. -2 только всего. До -10 уже доходило. Так что, можно сказать, уже почти зима у нас. Но этот снег уже не растает. Уже это зимний снег.
Дорога хорошая, трасса. До Тынды где-то 800 километров. Тында — это последний город в сторону Якутии, Амурской области, короче, где жили строители Байкало-Амурской магистрали в советское время. БАМ строили, и там вот городок образовался. Со всего Союза ехали молодежь строить Байкало-Амурскую магистраль, дорогу, короче. Погода у нас сегодня облачная, прям с утра какая-то темнота, как будто родина Саер, да? Как будет по-русски, не знаю. И вот уже 5 часов вечера, уже темнеет уже. Вот на камеру как будто светло, а так наяву темнее. Дорога нормальная, снег прошел. И едем. Устал уже немножко, конечно. 6 вечера, уже такая темнота. 4 часа уже еду. 2 часа выехал с Пестяха. Поэтому хочу сейчас до Алдана доехать и там спать. Потом уже с утра пораньше, в светлое время, надо ехать. Сегодня немножко опоздал, пока дома собирался, пока пором туда-сюда. Не люблю я в темноте ехать, неудобно. Дискомфортно и еще медленно едешь. Поэтому лучше спать. Еще гостиницу надо найти сейчас. В Алдане, Нерюнгри, говорят, постоянно это не говорят, а это постоянно забито там. Может, в машине посплю. Из-за снега гололед. Фуры там стоят, не могут подняться на горы, на сопки. Снег вообще идет, метет. До Алдана осталось 70 километров. Город Алдан. Снегопад, гололед. Вот фура стоит тоже там. Вот моя машинка. Бензин стоит 66, что ли? Да. Вот, тащится фура. Вообще тут жесткий гололед. Из-за того, что тепло и снег, видать, минус 5 градусов. Так, в Алдане связь не ловит, оказывается, поэтому я зашел ребятам в Wildberries, пункт выдачи. Вот ребята помогают гостиницу найти со своего телефона. Да. Потому что у меня МТС, а тут из-за погоды пропала связь. А у тебя какая связь? Билайн? У меня интернет 3G вообще. А, где? Вот так вот. Алданские гостеприимные ребята. Вот такой вот Алдан, город. За 2700 номер нашел. Мог бы на машине поспать, по идее, но... Ох, вот она, Якутия. Но без связи что-то лежать, наверное, тоже не очень комфортно. А здесь, говорят, Wi-Fi есть. Ну, то и ловит, не ловит, говорят. Сейчас посмотрю, если не ловит, наверное, не буду останавливаться. Доброе утро, вот такой вот Алдан. Снег все равно идет. Не знаю, как на трассе. Вот за ночь замело. Японские машинки ездят туда-сюда. Все, выезжаю в 8 утра. Итог помощь.
В гостинице познакомился с разными вахтовиками. Трое кыргызов были, один армян из Армении и русские из разных регионов России. Кто-то заезжает на вахту, кто-то выезжает из вахты и вот в гостинице ночует. Со всего мира, ну как не мира, со всей России едут сюда работать. С Кыргызстана, с Армении. А мы наоборот отсюда едем, да? Вот летом ездили на Аймекон, когда Ермек приезжал. Там дорога не асфальтированная, пыльная, поэтому фуры обгонять очень сложно было. Невидимость. А здесь из-за снега тоже фуру обгонять тоже очень сложно. Тоже невидимость, короче, создают. Опасно. Вот прям стоит глыба снега, короче. И ты не знаешь, по встречке едет машина или не едет, короче. А за фурой ехать тоже не очень хорошо. Ну, медленно, да? Так что очень опасно эти фуры, короче. Вот, фура не смогла подняться, обратно спускается, чтобы оборот набрать. Снег вообще жестко что-то идет. Как-то символично, да? Сзади дорогу заметает и спереди новую дорогу застилает, да? Так, приехал в Нюрнберг. Хотел пообедать здесь, в этом комплексе. Не работает, оказывается, сок. И после трассы фокус теряешь, да, скорости. Вот сюда завернул. И тут гололед, короче, не смог завернуть. И вот об бордюр бампер немножко разбил. Так что ищу рихтовщика в Алмате. Вот. Схожу туда на бытовые услуги. Там, говорят, кофе продают. Вот такая вот. Черт. Ладно. Меньший расход, да? Так, приехали на границу. Это вот Никита, алданский парень, едет. Тынду едет. Спасибо этому хорошему человеку, очень меня выручил, подвез, считаю, подвезет до этого, до Тынды. Спасибо. Да. Хоть пообщались туда-сюда. Да, а то одному скучно было. Снег все равно идет, метет. Вот такая вот. Вот старая стела, кстати, стоит. Вот там. А вот новая наша стела. Саха-Сирия, Якутия. Уважаемые подписчики, подписывайтесь, ставьте лайки. Этот очень хороший человек меня выручил, очень нехорошей ситуации. Подвез меня с города Нерюнгри до города Тында, так как я опоздал на поезд. 2 раза. 2 раза. Сначала в Алдане, потом в Нерюнгри. Еще в ДТП попали по дороге, да? Да, в ДТП попали по дороге. Жалко фотографию, не показал. Да. Дальше едет это Благовещенск. Да, дальше до Благи. Тут уже немного осталось. Поспал там, посидел, разговаривали, пообщались, потом еще поспал он. Тут уже солнышко, прям спать хочется даже, да? Уже Да, снега уже нету, да? Уже все просто спать. Да, мы что-то на стойке стали. Так, ладно, здесь его высаживаю, еду дальше, короче. Сейчас пообедаю где-нибудь. Вот такая вот дорожная кухня. Винегрет, бухлер взял. Вот такое мясо. На выезде из Тынды. Так, проехал Тынду, выехал. Тут уже снега почти нет. Так комфортно ехать без снега, без гололеда. И скорость быстрее. Из-за снега немножко замедлился. Все, выехал, получается, полностью из Якутии. Сейчас будет трасса Владивосток-Москва. Вот туда выезжаю. Приехал до Невера. Вот эту дорогу проехал, получается, от Якутска. Вот так, вот так, вот так, вот так. И вот до Невера.
Федеральная дорога Лена, Невер, Якутск. 1157 километров проехал. Вот здесь, получается, уже трасса лежит Владивосток-Москва. В ту сторону Владивосток, в ту сторону Москва. Я раньше 4 раза ездил с Владивостока до Якутска, то есть вот так заезжал, да? А в той стороне еще не был. Впервые поеду туда, короче. Вот. И когда домой езжал, да, с Владивостока, было всегда так, ну, радостно, да, что и домой еду, зная, что там меня ждут с горячими пирожками, с горячей едой, дома, жена, дети и так далее. А сейчас, получается, еду от дома все дальше и дальше, и какие-то смешанные чувства, не знаю. Да, но все равно семья туда прилетит, поэтому тоже есть вот это ожидание радости, то, что я их буду встречать в аэропорту там. Всего лишь 1157 километров проехал, да? Вот, уже вечереет, уже темнеет. Сейчас поеду до Ерофея Павлович, там буду, это ПГТ, поселок городского типа, там буду ночевать. Вот и развилка, получается, выезжаю на большую дорогу, трасса Москва-Владивосток. Сейчас не надо направо, а на Владивосток надо налево. Так, прямо на Невер, направо на Читу, сюда, наверное. Вот уже такая большая развязка дорожная. Все, выехал на большую дорогу. Буду сейчас ехать по тем местам, которым не был еще. Вот трасса Москва-Владивосток. До 4000 километров осталось. Так, время 8:30. Подъехал в поселок городского типа Ерофей Павлович. Павлович или Павлович. Вот мне интересно, как называются их жители. Ерофей Павловичане, да? Допустим, глава обращается: дорогие Ерофей Павловичане, поздравляю с Новым годом, да? Интересное название. Так вот, зашел в столовку чайную, тут сахалар сидят, короче, с Новосибирска. Новосибирска едут, машину гоняют в Якутск. 5-й день вы уже едете, да? В среду, говорят, выехали, 5-й день сегодня. Чисто по-якутски на Чили едем, говорят, короче. Тоже здесь ночует, поэтому я тоже здесь ночую. Вот такая вот столовка. Доброе утро, переночевал в Ерофее Павловиче. Вчера спросил у жителей, у работниц, как называется жители. Говорят, ерофеевцы, будет ерофеевцы. Вчера с ребятами посидели. Потом еще к нам 2 дальнобойщика присоединились. Новосибирские мужики. Рядом сидели, а мы общались на своем языке. Они говорят, мы чуть ваш язык не выучили, говорят. И так разговорились, и к нам присели. И вот до 12 сидели, короче. Ребята поехали в сторону Якутии, а я в сторону, да, Москвы. Всем привет из Улан-Удэ. Вот такой торговый центр Мед. Телефон отремонтировал, волосы подстриг. Теперь еду в автосервис. Вот город. Весь смог, короче, смоги. Как раз на заезде стоит, оказывается, вот хороший торговый центр. Реально вот жесткий смог там. Бедные люди. После трассы, когда заезжаешь в город, как-то дискомфортно, слишком много машин, слишком несвободно, да? Уже от светофоров, от всего этого отвыкаешь. Не нравится, в общем, по городу ездить.
по трассе повеселее. Вот еду вдоль реки, туда вниз. Так, диагностику сделал машины, получается. Дорога плохая, трасса, там ям очень много, подразбил немножко. Вот расписали, что надо менять, но в наличии нету, оказывается. Поэтому не поменяли. В 2 магазинах было рядом, нет, нигде нету. А у нас в Якутске этих запчастей вообще в каждом магазине. Вот такие вот региональные особенности. Вот такой большой вот комплекс. Очень много машин ремонтируется. Центральная площадь Улан-Удэ. Вот голова Ленина, самая большая голова Ленина, по-моему, в мире, что ли. До сих пор стоит здесь. Вроде бы небольшой город, но как движение как будто в большом городе. Дорожные развязки, трамваи, вот это все. Немножко дискомфортно. И дороги такие тоже подразбитые, как обычно. Вот площадь. Ладно, пойду спать. У меня до границы половина маршрута до сюда. Из Якутска до Улан-Удэ 2700 с чем-то. Отсюда до Семея 2800. Ну, почти половина, короче, ровно. Так что завтра поеду. Сейчас пойду посплю. И вчера, кстати, да, вот телефон разбил. Не разбил, сломался. Поэтому купил другой телефон Android. Пытался на нем что-то снять, рассказывать. Потом оттуда не смог вытащить, поэтому там кое-какие материалы, короче, там остались. Ну, там особо ничего интересного не было. Просто вчера в Чите ночевал. И вот сегодня в Улан-Удэ приехал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вторая часть выйдет, как доеду до Казахстана. И поддержка канала, реквизиты оставлю в описании.